Сегодня в Непале и Китае продолжаются спасательные работы. В результате разрушительных наводнений на данный момент удалось спасти 350 человек. Однако судьба многих сотен людей по-прежнему неизвестна. Среди них есть и путешественники из Латвии. Группа туристов, которая в эти дни отправилась к горе Кайлас, популярному месту паломничества индуистов в контролируемом Китае и Тибете. В этот роковой день в это путешествие отправился также друг Вестур с женой. Sanāk jau aizvakar, vakarā un, ka jā, viss ir kārtībā, viss ir pēc plāna, un viņi atrodas tur tajā, viesnīcā pēdējā tad, Geirong pilsēta Tibetā vai ciemats, jā, no kuras tad viņiem bija jādodas uz leju uz to, robežu šķērsošanas punktu, lai nonāktu atpakaļ Nepālā un tad tālāk jau uz Katmandu un, nu jā, pēc tās mūsu draugu meita ieguva ģeolokācijas datus jau šorīt. Viņa atrada, ka pēdējie ģeolokācijas dati bija tieši no šī robežu punkta, no apmēram ap to laiku, kad tie mežonīgie plūdi nāca lejā. Август – один из самых популярных месяцев для путешествий в этот регион. В это время там самые благоприятные погодные условия. Вестерс надеется, что его друзьям удалось вовремя укрыться от наводнения в безопасном месте. Sakara tiešām tur nav. Sakara to arī mums, arī mūsu tiem biedriem no šīs grupas apstiprināja arī no Ķīnas vēstniecības puses, ka sakara nav nekāda. Tā kā, un tikai glābējiem kaut kāda satelīta sakari attiecīgi, ja tur, tā ir tā mūsu arī lielā cerība, ka varbūt ar viņiem viss ir kārtībā, vienkārši nav iespējas nekādas sazināties, un tas šobrīd ir iespējams. В Министерство иностранных дел Латвии на данный момент поступила информация примерно о 40 гражданах Латвии, которые предположительно пропали в зоне, пострадавшей от наводнения. Par 25 ir interesējušies tuvinieki. Zvanus mēs, protams, saņemam daudz vairāk, jo zvana vairāk kārt, zvana vairāk cilvēki. Tātad mēs runājam par 25, ar kuriem šobrīd nav iespējams sazināties. Šodien mēs arī esam saņēmuši kaut cik oficiālu informāciju no Nepāles turisma pārvaldes par to, ka varētu būt pazuduši 6 Latvijas pilsoņi, bet šajā gadījumā visticamāk arī pazuduši. Tas nozīmē, ka nav iespējams ar viņiem sazināties. В министерстве также отмечают, что число разыскиваемых может увеличиться. Сейчас все службы, находящиеся на месте, перегружены, а информация от местных властей поступает фрагментарно. В наиболее сильно пострадавших от наводнений районах с вертолетов сбрасывают гуманитарную помощь, в том числе продукты питания и палатки. Спасатели характеризуют ситуацию как экстремальную. Опубликованные в интернете кадры шокируют. Стремительный поток воды и грязи сметает все на своем пути. Дома, автомобили и даже пограничный пункт Джиронг. Основной маршрут для туристов, путешествующих между Непалом и Тибетом. Хотя первоначально считалось, что наводнение вызвало землетрясение, теперь ученые указывают, что причиной стал огромный кусок ледника, который с высоты в несколько тысяч метров в горах Непала, недалеко от Тибета, обрушился в реку, а затем способствовал образованию потока грязи, устремившегося в горную долину. Екатерина Житренко и Ева Стразданя, ЛСМ.